Храм был построен на медные деньги рабочих Ижевского завода. За 25 верст виден был храм и слышен его благовест. В 1937 году храм разобрали, прошло время. Картонный макет храма стал принадлежностью праздников. Стоит на столе, я смотрю на тень на стене. Тень ко мне повернулась спиной, тень уже не танцует со мной. Какие-то скрипки где-то впились, чьи-то узкие плечи. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Эта музыка будет. Интеллигенция, которая всегда вбирает в себя боль народа, переживала за то, что очень сильный крестьянин будет согнан с нашей земли. Как отразится раскулачивание на национальной культуре удмуртов, хорошо понимал Кузибай-Герд, крестьянский сын. В 1928 году Горький назовет его наиболее способным среди национальных советских поэтов. Своя школа, своя культура, своя автономия. Широкая, светлая дорога открылась перед малым народом бывшей империи российской. Это начало 30-х годов в Удмуртии. Великим вождем была рождена идея о возрастании классовой борьбы в нашем обществе. Началась коллективизация, но нельзя сказать, что все с восторгом ее восприняли. Дело, рожденное в органах ОГПУ, довольно забавно называется «Шпионская контрреволюционная повстанческо-террористическая организация Союз освобождения финских народностей, СОФИН». Ведущий исследователь Антоновский. Культ личности не от одного исходил. На этом фоне многие и карьеристы, и прочие люди нечестные стремились в этой мутной воде половить свою рыбу. Следователь Антоновский, орудие в руках более могущественных людей, направленно фантазировал и подгонял своих уже подследственных именно под то, что ему надо было. Вот давайте вернемся к этой мистерии. Оказывается, вся эта схема имеет огромную сеть разветвленную. И самое интересное, что в центре этой всей организации Герд – фольклорист, поэт, писатель. Мы сталкиваемся здесь с такими явлениями, которые трудно уместить в здравый смысл. Я буду читать выдержки из некоторых. Вот с Гердом вместе ведь было арестовано 28 человек. Это был лучший цвет удмуртской интеллигенции. И врачи, и учителя, и писатели, и поэты. Душа Герда была обращена к свету. Он ходил по селам и записывал на фонограф народные песни, сказания. Мечтал воссоздать удмуртский эпос и писал книги для детей на родном языке. Стихи Герда народом обращались в песни, даже тогда, когда на всех лежала тень великого вождя. Вот обвинение Герду. Герд вел подготовку по совершению террористических актов посредством оружия, цианистого калия, морфия, стрихнина и иприта. Когда дело было состряпано, был хорошо использован и механизм расправы. Антоновский пишет: считая следствие по делу законченным, полагал бы, руководствуясь постановлением ЦК СССР от 9 июня 1927 года, настоящее дело передать на внесудебное рассмотрение коллегии ОГПУ. Суда боялись. Он не хочет проигрывать, а тут ведь можно очень здорово проиграть. Вот это поэтому и было сделано. Слушай вас. У большой дороги белая береза. Отец мой родимый, ее не руби. У прохладных речек шелковые травы. Братец мой любимый, их ты не коси.
В желтой ржи волнистой васильки, как глазки. Их сестра родная, ты не рви, не рви. Под горой высокой ручеек хрустальный. Матушка родная, его не мути. У большой дороги белая береза. Это стан мой стройный, гибкий и красивый. Под горой высокой ручеек хрустальный. Это будут слезы, пролитые мною. Герд органически жил жизнью своего народа. Вот съезд учителей, 20-й год. 244 учителя удмуртоведа. Ну, для параллели, скажем, сейчас в республике 28 человек. Герд писал пьесы, ставил их. Вот его труппа самодеятельная ставит пьесу «На светлый путь» Любу Чуресуле. Вы знаете, когда вот такая ситуация рождается в стране, когда народ один на другого наталкивается, отравливается, там появляется всякая вот эта чернь-накипь общества. И они начинают брать верх над разумом общества, над мудростью общества, и они приводят к большому регрессу. И всякое явление, которое связывалось с национальным самосознанием, оно воспринималось как националистическое. Корни древа жизни. Кто только не рубил их, не подтачивал. Герд встал на защиту самобытности удмуртов, родной культуры, живительных ее начал. Представьте себе, человек, который именно в силу того, что не поощрялось изучение национального, он отошел, и связь прервалась. Он своих детей уже не может в таком плане воспитывать. И они не могут дальше двигать историю своего народа и культуру его. Они отрываются. Правда, нельзя сказать, что они полностью элементами становятся вне национальных форм. Они приходят, конечно, народ, советский, они в чем-то участвуют. Но без своего лица. Но без своего лица, именно. И без души, я бы сказал. Обезличивание на этническом уровне, да? Да. Будет вечной. Передо мной «Ижевская правда» за 1934 год. Я зачитаю несколько строк. Чистка партийной организации вскрыла, что парторганизация перестроилась после 17-го съезда партии формально. Перестройка. Ну, объяснить можно, ссылаясь на классиков философии. Прежде всего, Гегель говорил, общество двигается по спирали. Мы сеем и сеем, а жать подоспеют за нами другие. Может быть, свяжут снопы тугие, может быть, стопчут посевы благие. Пусть. Мы сеем и сеем. Кузибай-Герд погиб в сталинском концлагере на Соловецких островах 2 ноября 1941 года. Герд был знаменем возрождения удмуртского народа. Он писал: «Мы весенние птицы, мы наполним мир своими голосами, и землю нашу, как малое дитя, будем растить и лелеять».